А сейчас продолжим эфир обзором спортивных, экономических событий и чрезвычайных происшествий. Начнем с актуального курса валют. Итак, согласно информации Центробанка, доллар сейчас на отметке 66 рублей 18 копеек, евро 73 рубля 68 копеек. Самую выгодную покупку американской валюты в Якутске предлагает СКБ банк за 67 рублей и 21 копейку. А продает Банк Восточный за 66 рублей 75 копеек. Такая же картина и с евро. Покупка выгоднее всего в СКБ. И снова цена выше официального курса – 75 рублей 46 копеек, а продажа выгоднее у Восточного – 74,5 рублей. Президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Таип Эрдоган согласовали совместный документ по Сирии. Об этом российский лидер заявил на пресс-конференции по итогам переговоров. По словам Путина, их результатом стал совместный документ. В нем изложены те решения, которые отработаны сторонами в ходе более чем 6-часовых консультаций. Сегодня мы подтвердили заинтересованность наших стран в продолжении совместной работы и в рамках астанинского формата. Выражаю надежду на то, что эти договоренности послужат хорошей основой для прекращения боевых действий в Идлибской зоне деэскалации, положат конец, прекратят страдания мирного населения и разрастанию гуманитарного кризиса, создадут условия для продолжения мирного процесса в Сирийской Арабской Республике между всеми конфликтующими сторонами. Госдума снизила возраст для получения негосударственной пенсии. Проект закона принят в третьем и окончательном чтении. Он дает право получать негосударственную пенсию по достижению ранее установленного пенсионного возраста, то есть на 5 лет раньше. А именно для женщин с 55, мужчин с 60 лет. Документ касается граждан, которые заключили или только собираются заключить договоры с негосударственными пенсионными фондами. При этом льготные категории, например, северяне, педагоги, врачи, многодетные матери смогут получить негосударственную пенсию еще раньше. Глава Якутии Айсен Николаев в рамках рабочей поездки посетил социальные объекты поселка. И этим самым мы переходим к следующей новости. И сейчас на прямой связи с нами находится корреспондент Юрий Осипов. Юрий, приветствуем. Ждем от тебя подробностей. Здравствуй, Василий. Только что завершилось совещание по итогам рабочей поездки главы региона Айсена Сергеевича Николаева. В рамках этой поездки он посетил строящиеся объекты в Нижнем Бестяхе. В первую очередь это был будущий детский сад. Его введение планируется уже 1 сентября. Завершение строительства планируется в апреле этого года. Детский сад запланирован на 240 мест. Сейчас, как нам сообщили, дети ютятся в старом здании детского сада, в ветхом здании, в котором занимается около 150 детей. Следующий объект – будущий спорткомплекс. Общая площадь объекта более 7000 квадратных метров, а территория займет около 1,5 гектаров. В нем расположится целых 2 бассейна. Один размером 13 на 25 метров, а второй 6 на 10 метров. Универсальный зал будущего комплекса будет умещать до 500 зрителей. Также он включает в себя залы для настольного тенниса, аэробики и силовых видов спорта. Объект планируется ввести в эксплуатацию в конце этого года. На строительство комплекса в прошлом году было предусмотрено около 350 миллионов рублей. Стоит отметить, что уровень софинансирования из федерального бюджета составил 92%. Я напомню, что общая стоимость строительства объекта с учетом сдачи в конце этого года составит около 860 миллионов рублей. Также глава региона посетил будущий грузовой терминал. В будущем он свяжет железную дорогу с речным транспортом и станет решающим узлом. Давайте послушаем, что нам сказал глава региона Айсен Сергеевич Николаев. В ближайшие годы здесь экономический рост именно в районе Нижнего Бестяха будет одним из самых быстрых в нашей республике. Конечно, для этого мы должны быть готовы в части дальнейшего строительства инфраструктуры транспортно-логистической, правильного территориального планирования, ну и, конечно же, обеспечения социальной инфраструктуры и Нижнего Бестяха, и в целом
населенных пунктов Мегино-Кангаласского улуса. С этой точки зрения работа здесь у нас уже идет. Вот сегодня в Нижнем Бестяхе мы посмотрели строительство ряда социальных объектов, крупнейшего физкультурного, такого оздоровительного центра с плавательным бассейном, который здесь строится в Нижнем Бестяхе, почти завершившееся строительство детского сада. В ближайшее время мы все-таки планируем здесь и строительство новой школы, других социальных объектов. Также посмотрели строительство грузового терминала, который ведутся при поддержке Ленского объединенного речного пароходства, акционерной компании «Железные дороги Якутии». Все это говорит о том, что, еще раз говорю, что мы должны уже думать о том, каким будет Нижний Бестяк, каким будет Мегино-Кангаласский улус буквально в ближайшие годы, каким образом полностью поменяется его значение и роль в экономике нашей республики. Как и сказал Айсен Николаев, Мегино-Кангаласский улус и в частности Нижний Бестях будет играть огромную роль в жизни республики уже в ближайшие годы. Для поддержания такого статуса у него есть все шансы и все возможности. Василий, на этом у меня вся информация. Передаю слово тебе. Юрий, спасибо. А мы, в свою очередь, переходим к новостям экономики. Эксперты фискальных данных платформы ОФД рассказали, во сколько обойдется букет к 8 марта. Так, россияне в среднем потратят на него 1084 рубля, что на 14% больше, чем в 2019 году. Подробности знает моя коллега Нургуяна Иванова. Нургуяна, а в каких регионах самая большая цена за букет в России? Василий, я тебя приветствую. Больше всего тратят в Тульской, Тюменской областях и в Якутии. Средний чек составит 2500 рублей. А вот меньше всего на цветы тратится в Удмуртии. Там букет стоит 485 рублей. В эфире новости экономики на Якутия-24. В студии работает Нургуяна Иванова. Петербургский экономический форум, который должен был пройти в июне этого года, отменили из-за распространения новой коронавирусной инфекции. Отмечается, что это первый случай отмены форума за всю историю его проведения. В этом году он должен был пройти с 3 по 6 июня. В оргкомитете форума сообщили, что такое решение было принято в целях защиты здоровья российских граждан, гостей и участников форума. Ученые Новосибирского государственного технического университета в 2021 году выпустят накопитель электроэнергии, который можно применять в условиях Арктики. Накопитель является первой российской подобной разработкой. Сейчас ученые проводят натурные испытания. Он подключается к существующему дизель-генератору и источнику энергии тепловой или ветряной электростанции. Накопитель способен в автоматическом режиме запасать электроэнергию в период ее избытка и отдавать в сеть при недостатке, что позволяет экономить электричество. Кроме того, накопитель будет обладать повышенной надежностью. При его разработке ученые использовали технологии, которые были получены при работе над системами электроснабжения космических кораблей. Актуальность разработки уже отметили в ТИКСе. Местные власти выразили заинтересованность в подобной технологии. Рост демографии зафиксировали в Якутии. Регион является лидером в Дальневосточном федеральном округе по показателю естественного прироста населения. В целом по стране Якутия занимает 7-е место по итогам 2019 года. Также 1-е место среди субъектов Дальнего Востока республика занимает по ожидаемой продолжительности жизни. Кроме того, в последние годы в Якутии продолжает снижаться общий коэффициент смертности, который за январь-декабрь 2019 года составил 7,8 промилле. По предварительной оценке, численность населения республики на 1 января 2020 года составляет 970 100 человек. Что касается ежемесячных выплат семьям на детей от 3 до 7 лет, то они должны быть введены до 1 июля этого года. При этом размер такой выплаты должен составлять половину величины прожиточного минимума ребенка, установленной в субъекте Российской Федерации. В настоящее время в Якутии численность детей, на которых предоставляется ежемесячное пособие, составляет 31 432 человека.
Глава Якутии Айсен Николаев и генеральный директор Дом.РФ Виталий Мутко подписали соглашение о сотрудничестве между Дом.РФ, банком Дом.РФ и фондом Дом.РФ и правительством региона. Документ будет содействовать реализации проекта по жилищному строительству, созданию комфортной городской среды и развитию банковских программ. Всего в Якутии на конец февраля было одобрено более 3000 заявок по программе дальневосточной ипотеки со ставкой 2% годовых, оператором которой выступает Дом.РФ. Также выдано 1000 кредитов на сумму почти 4 миллиарда рублей. Еще одно соглашение заключили Минстрой Якутии с рядом организаций застройщиков. Документ касается сдерживания роста стоимости квадратного метра жилья. Стороны договорились предпринимать совместные действия по недопущению необоснованного роста стоимости квадратного метра жилой площади, повышению объемов строительства доступного жилья. Минстрой и застройщики будут работать над выявлением и преодолением имеющихся барьеров в реализации программы «Дальневосточная ипотека», совместно взаимодействовать с кредитными учреждениями, общественными организациями и экспертным сообществом. Продолжение темы. В Якутии 89% дольщиков получили компенсации за недостроенные квартиры в доме застройщика-банкрота «Симир». Дольщики получили компенсации по текущей рыночной цене квадратного метра, что дает возможность оперативно вложить денежные средства в проекты добросовестных застройщиков и получить квартиры в максимально короткие сроки. Кроме того, денежные компенсации освобождены от уплаты подоходного налога. Выплаты производятся в рублях в течение 10 рабочих дней с момента подачи документов в банк Дом.РФ. Их размер рассчитан индивидуально для каждого дольщика. В общей сложности компенсации получили уже более 5000 дольщиков в 17 регионах России. Чурапчинский районный фонд поддержки предпринимательства начинает выдачу займов под 12% годовых. Следует отметить, что новое положение снизило процентную ставку, так как раньше фонд выдавал займы предпринимателям под 18%. Микрозаймы предоставляются в первую очередь для целей производства товаров и услуг, производства и переработки местной продукции, развития частных предприятий, позволяющих перейти их в категории субъектов малого предпринимательства, имеющих доступ к ресурсам банковской системы. На этом у меня все. До встречи до следующих эфирах. Василий, у меня на этом все. Передаю тебе Даня слово. Ургуянов, спасибо. А мы двигаемся далее. В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении таких мер. Согласно документу, граждане, посещавшие страны и территории, где были случаи инфекции, должны сообщать о своем возвращении в Россию. Мэр также поручил своему заместителю по вопросам градостроительной политики вопрос о создании инфекционного корпуса с использованием быстро возводимых конструкций. А в северной столице Санкт-Петербурге заработал Центр диагностики коронавируса. Она осуществляется с набором реагентов, которые разработаны в Новосибирске. После разработки эти наборы были предоставлены во все субъекты. Петербургская лаборатория использует современное оборудование от ведущих производителей. В Якутске буквально 2 дня назад был установлен вирус бешенства. Об этом передает Департамент ветеринарии республики. Пробы были взяты с пункта передержки животных, расположенного по улице Очиченко, 57. На данный момент подготовлен проект указа главы республики об установлении ограничительных мероприятий, то есть карантина на территории города Якутска и Жатая. По данным Департамента ветеринарии республики, на 1 января 2020 года зарегистрировано на территории Якутска более 6000 собак и 2500 кошек. Что же ждет Якутск и Жатай, если глава республики подпишет указ? Об этом рассказал главный государственный инспектор Василий Бураев. После принятия указа мы издаем приказ об утверждении плана мероприятий по ликвидации вируса бешенства. Этих мероприятий мы указываем именно поквартирный обход, и будем по 20 точкам проводить вакцинации собак и кошек. Во время ограничительных мероприятий запрещается ввоз-вывоз собак и кошек, выставки собак и кошек и ввоз-вывоз диких животных и охота на охотугодиях городского округа города Якутск и городского округа Жатай. К другим темам. Крымско-татарский ювелир создал небольшую компанию, возрождающую древние традиции его народа в производстве украшений и драгоценных предметов искусства. Елена Островская с подробностями.
Мехти Исламов посвятил свою жизнь возрождению ювелирных традиций крымских татар и весьма в этом преуспел. За последние 20 лет маленькая компания «Дюльбер», основанная Мехти в Симферополе, обрела почитателей далеко за пределами полуострова. Мастеру удалось объединить в своих работах этнические мотивы с традициями императорских ювелиров. Каждый предмет изготовляется вручную по эскизам самого Мехти. На создание некоторых произведений уходит до года. Одна из последних работ – инкрустированный эмалью держатель для ножей. Он называется «Крымский фрукт». Когда-то такие предметы украшали многие крымско-татарские дома, говорит Исламов. У крымских татар это была традиция. Такой набор – это как символ семьи, как символ такого вот семейного очага, плюс набор, который передавал статус семейный. И у моего дедушки был такой набор. И по традиции, по нашей, после того, как подавали десерт, после обеда или ужина, да, вот в центр стола выносился такой набор. Многие ценности были утрачены во время депортации крымских татар, но семье Исламова повезло. Так получилось, что один ножик, вот он чудом просто, я не знаю, как это, вот бабушка мне всегда говорила, я сама не понимаю, как он попал вот в ту котомку, которую нам там за короткое время мы смогли собрать при депортации, там давали буквально несколько минут. И он остался, он переехал вот в места депортации, и даже с сегодняшнего дня вот так он выжил один из всего набора, и он находится у меня. И когда я смотрел на него, я очень часто так вот и вспоминал и дедушку, и бабушку. Свой крымский фрукт Исламов представил аукционному дому «Кристис». Его эксперты сочли, что цена такого лота на торгах может достичь $500 000. Переходим к обзору чрезвычайных происшествий. 2 человека пострадали при пожаре в частном доме в Мирнинском районе Якутии. Инцидент произошел в частном доме по улице Заводская. К моменту прибытия пожарных через 5 минут дом горел по всей площади. В результате пожара здание повреждено по всей площади, то есть 56 квадратных метров. Пострадали 2 мужчины 73-го и 74-го годов рождения. Пожарным удалось спасти рядом стоящие жилые строения. Предположительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки. Пожарные эвакуировали и 12 человек из жилого дома по улице Дзержинского в Якутске. Ночью на 1-м этаже загорелся продуктовый павильон. К моменту прибытия пожарно-спасательного подразделения через 3 минуты внутри наблюдалось задымление. Эвакуировано 12 человек, из них 4 детей. Спасены административные помещения, магазины и кафе. Огонь повредил мебель и потолочное перекрытие на общей площади 12 квадратных метров. Как и в прошлом случае, здесь специалисты также говорят, что виной всему проводка. От темы пожаров перейдем к разбирательствам, причиной которых стали деньги. После вмешательства прокуратуры Нижнеколымского района перед работниками кочевой родовой общины погашена задолженность по заработной плате на сумму свыше 1 миллиона рублей. Так, Нижнеколымская районная прокуратура провела проверку в сельскохозяйственном производственном кооперативе «Кочевые родовые общины». Выяснилось, что кооператив образовал задолженность по заработной плате перед 36 работниками за январь 2020 года на сумму свыше 1 миллиона рублей. Прокурор направил заявление в суд о взыскании задолженности, а также внес в адрес руководителя общины представление. Как итог, задолженность погашена в полном объеме. И в завершение обзора о происшествиях за рубежом. Греческие пограничники отбили 35 тысяч попыток мигрантов проникнуть в Евросоюз. Никита Конев о том, на что шли люди ради лучшей жизни. Греция за последнюю неделю остановила на границе порядка 35 тысяч мигрантов, пытавшихся попасть на территорию Евросоюза. Источники рейтер в правительстве говорят, что власти готовятся депортировать сотни нелегалов, которым все-таки удалось проникнуть в балканскую страну. Ситуация на турецко-греческой границе обострилась после того, как Реджеп Таyyip Эрдоган отдал распоряжение больше не сдерживать беженцев из Сирии и других стран. На этот шаг он пошел после обострения ситуации в Идлибе, где Дамаск ведет наступление против повстанцев, которых поддерживает Анкара. Только за минувшие сутки греческие пограничники остановили 7 тысяч человек, пытавшихся прорваться в страну. Общее число задержанных за последние дни – 244. Все мигранты, нелегально попавшие в Грецию после 1 марта, отправятся в город Серия, а оттуда их депортируют на родину.
Не менее 20 человек пострадали в четверг при сходе поезда с рельсов на востоке Франции. Сообщается, что авария произошла из-за оползня. По данным Национальной железнодорожной компании, тяжело ранен машинист. Высокоскоростной состав направлялся из Страсбурга в Париж. Анастасия Дмитриева осветит ситуацию. Высокоскоростной поезд ТЖВ, следующий из Страсбурга на востоке Франции в Париж, в четверг сошел с рельсов. Пострадали 20 человек. Один серьезно. Речь, возможно, о машинисте. Государственная железнодорожная компания СНЦФ написала, что он в тяжелом состоянии, эвакуирован вертолетом. Добавляется, что авария вызвана крупным оползнем. Полиция и аварийно-спасательные службы прибыли на место происшествия, которое произошло в 8:45 по местному времени возле городка Ингенайм в коммуне Нижний Рейн. В поезде ехали 348 пассажиров. Представитель СНЦФ сказал, что другие составы были перенаправлены по соседним путям. Движение не прерывалось. В 2015 году на линии Париж-Страсбург поезд ТЖВ сошел с рельсов во время пробного запуска перед вводом линии в эксплуатацию. В результате погибли 11 человек. Помогают ли крысы и собаки детям с аутизмом? Ученые из университета Эстонии проводят эксперимент. В местной библиотеке они устраивают для ребят уроки чтения, где слушателями выступают животные. Научные выводы авторы опубликуют в течение года, но родители, не дожидаясь результатов исследования, отмечают заметный прогресс. Может ли крыса научить человека читать? В Эстонии для детей с аутизмом проводят уроки, на которые приводят животных. Причем не только грызунов, но и собак и даже речного рака. Малыши читают сказки, а звери внимательно слушают. Программу организовали 6 лет назад ученые из университета Тарту совместно с городской библиотекой. Родные довольно быстро замечают прогресс. По словам Карла Мартина Рейнла, повторные занятия сделали его младшего брата Матиаса более общительным. Мой брат намного лучше читает, стал более открытым, самостоятельным. Теперь у него вроде даже появилась смелость говорить. Аннели Айм говорит, что ее сын Тони обычно не любит читать, но у него не возникает никаких проблем, когда слушателем выступает собака. Лиз Мальцемеес сказала, что ее дети стали заметно уравновешеннее. Менеджер проекта Ева Руц объясняет успех тем, что животные никого не осуждают и всегда рады общению. Этим они создают комфортную атмосферу для ребенка-аутиста. Среди положительных результатов, которые мы заметили, кроме, конечно, навыков чтения, дети меньше волнуются перед выступлением. Они перестали бояться собак, и в целом их уровень стресса снизился. Также участники программы легче осваиваются в коллективе, с большим уважением относятся к окружающим. Ева и ее коллеги отслеживают результаты проекта. Показатели они сравнят с навыками детей с неврологическими нарушениями, которые читают для сверстников и взрослых. Итоги обещают опубликовать позднее в этом году. Реставрация ступенчатой пирамиды Джосера завершилась после 14 лет работ. Видеоэкскурсию для нас проведет Никита Конев. В Египте в четверг открылась после реставрации ступенчатая пирамида Джосера. Восстановление памятника архитектуры шло 14 лет. Внутри пирамиды нет никаких помещений, но под ней располагается сеть коридоров, ведущих к гробнице. Сооружение находится в списке всемирного наследия ЮНЕСКО. В чем важность этой пирамиды? Это первое в мире сооружение целиком из бетона. Это творение великого архитектора Имхотепа, которого после смерти стали считать единым с богом Асклепием. Он возвел уникальный погребальный комплекс, который простоял почти 4700 лет. Это первая реконструкция пирамиды Джосера в истории. В 2003 году власти Египта столкнулись с риском разрушения памятника. Тогда было решено приступить к восстановлению. Однако процесс затянулся, во многом из-за арабской весны и свержения Хосни Мубарака. Свободные брюки с шипами, короткие шорты с длинными пальто заняли центральное место в новой осенне-зимней коллекции «Шанель». Однако главное событие в мире моды было омрачено вспышкой коронавируса. Многие гости просто отказались от поездки во французскую столицу. Романтизм, но без расцвета, эмоции, но без излишеств.
Так охарактеризовала новую коллекцию «Осень-зима 2020» креативный директор дома «Шанель» Виржини Виарт. Она стала преемницей Карла Лагерфельда, который занимал эту должность 30 лет до самой смерти в прошлом году. Во вторник на Парижской неделе моды Виарт представила монохромную коллекцию, в которой особое внимание уделялось по традиции черно-белым образом. Малиново-розовые и яблочно-зеленые твидовые ансамбли вносили яркие оттенки в зимние наряды. Брюки с заклепками и разрезами по бокам в ковбойском стиле неоднократно появлялись на подиуме в черном, белом и сером исполнении. Практически все модели были обуты в двухцветные сапоги средней длины. Модель Кая Гербер, дочь Синди Кроуфорд, вышла на подиум в черном платье с открытыми плечами и поясом, украшенным драгоценными камнями. В то время как Джиджи Хадид завершила шоу в черном топике и шортах под длинным пальто в окружении двух моделей в белых нарядах. По словам главного редактора Vogue России Маши Федоровой, Шанель остался верен своему стилю. Это было не то шоу, что во времена Карла, совсем другое, но все очень удобно, очень четко. Луи Виттон завершил парижскую неделю моды смесью ретро-шика, спортивного и футуристического стилей. Зрителей, сидящих в Кур-Каре, квадратном дворе Лувра, поразило, когда над подиумом поднялся занавес и на помостках появились 200 певцов и актеров в старинных костюмах. Модели шли в юбках, карандашах и объемных мотоциклетных бомберах, а также болеро в стиле тореадоров с зауженными, похожими на гоночные брюками. Дизайнер Николя Жескер назвал коллекцию «Столкновение времени». Нынешний сезон выдался непростым для фэшн-индустрии из-за быстро распространяющегося коронавируса. Вспышка отпугнула от поездок во Францию китайских покупателей, журналистов и светских людей. Руководство английской премьер-лиги приняло решение в качестве мер предосторожности по распространению коронавируса со следующего тура запретить футболистам и другим официальным участникам матчей обмениваться рукопожатиями. Подробности узнаем у моей коллеги Полины Долинской. Полина, когда эти меры вступают в силу? Здравствуй, Василий. 29-й тур чемпионата Англии, он стартует уже в эту субботу. После построения игроки в ходе приветствия будут просто проходить мимо друг друга без обмена рукопожатиями. Но остальные детали предматчевого протокола, они останутся без изменений. Со вторника подобный запрет был принят на чемпионате в Шотландии. Ранее с такой инициативой внутри клуба выступил главный тренер английского Ньюкасла Стив Брюс, после чего ряд других английских клубов поддержали этот запрет. Это новости спорта на Якутия-24, в студии Полина Долинская. Манчестер Юнайтед на выезде обыграл Дерби Каунти в матче 1/8 финала Кубка Англии по футболу. Встреча завершилась со счетом 3-0. Забитыми мячами в матче отметились Люк Шоу и Одио Игало. Дерби Каунти на протяжении 8 матчей не может обыграть Манчестер Юнайтед в Кубке Англии. Последний раз это произошло в четвертьфинале турнира сезона 1896-7 годов. Результат встречи выглядел 2-0. Тогда клуб из Манчестера назывался Ньютон Хит. В четвертьфинале Кубка Англии Манчестер Юнайтед сыграет с Норвичем. Также на этой стадии турнира пройдут встречи Шеффилд Юнайтед Арсенал, Ньюкасл Манчестер Сити и Лестер Челси. Финал Кубка Англии будет сыгран 23 мая на стадионе Уимбли. Российский баскетбольный клуб ЦСКА обыграл в гостях греческий Панатинаикос в матче регулярного чемпионата Евролиги. И, как результат, счет 97-66. Самым результативным игроком на площадке стал форвард армейцев Джоран Хиллиард, который набрал 21 балл. У Панатинаикоса больше всего очков на счету Дешоа Томаса в количестве 12 баллов. Для армейцев эта победа стала крупнейшей в текущем розыгрыше в Евролиге. ЦСКА прервал трехматчевую серию поражений в очных встречах против греческой команды. Всего ЦСКА одержал 22 победы при 20 поражениях в играх против Панатинаикоса. В турнирной таблице армейцы продолжают занимать 5-ю строчку. В активе команды 19 побед в 28 матчах. ЦСКА обеспечил себе место в четвертьфинале турнира. Панатинаикос идет 6-м, имея по 14 побед и поражений в активе. В следующем матче ЦСКА 12 марта сыграет дома с германской Альбой. Греки 13 марта встретятся в гостях с турецким Фенербахче.
Россияне Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов заняли первое место в соревнованиях спортивных пар на юниорском чемпионате мира в Эстонии, турнира, который проходит в Таллине. Россияне получили в сумме за 2 проката 195 и 96 баллов за произвольную и короткую программы. Второе место заняли Ксения Ахантьева и Валерий Колесов. Третье – Юлия Артемьева и Михаил Назарычев. Таким образом, российские фигуристы заняли весь пьедестал чемпионата мира. Чемпионат завершится 8 марта. Переходим к обзору матчей континенталки. Петербургский СКА в гостях обыграл подольский «Витязь» в третьем матче серии первого раунда плей-офф континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 6-0. Заброшенными шайбами отметились Данила Голенюк, Иван Морозов, Владимир Ткачев, Антон Бурдасов, Кирилл Марченко и Александр Барабанов. В регулярном чемпионате клубы провели между собой 2 встречи, обменявшись гостевыми победами. «Витязь» выиграл со счетом 4-2, «СКА» со счетом 3-2. В плей-офф команды встретились во второй раз. СКА неизменно выходит в плей-офф КХЛ. Клуб из Санкт-Петербурга дважды становился обладателем Кубка Гагарина. «Витязь» также выступает в КХЛ с первого сезона. Клуб в 3-й раз вышел в плей-офф. Команда ни разу не преодолевала первый раунд. Следующий матч пройдет 7 марта в Подольске. Российская шахматистка Александра Горячкина белыми фигурами обыграла Антуанетту Стефанову из Болгарии в 4-м туре 3-го этапа Гран-при Международной шахматной федерации в Лозанне. Индийская спортсменка Харика Дранавали черными фигурами обыграла Нану Дзагнидзе из Грузии. Представительница Казахстана Жансай Абдумалик черными оказалась сильнее россиянки Александры Костенюк. После 4 туров лидируют Дранавали и Горячкина, набрав по 3 очка. За ними идут Кашлинская, Анна Музычук, Дзагнидзе, Мария Музычук, Абдумалик, Крамлинг, Стефанова, Сибак, Дзюй Ван Динь и Костенюк. Партии 5-го тура пройдут 6 марта. Горячкина встретится с Дранавали. Этап Гран-при в Лозанне завершится 14 марта. Позднее запланирован еще один этап серии на Сардинии со 2 по 15 мая. В соревнованиях принимают участие 16 шахматисток. Каждая выступит на 3 этапах серии. На турнир претенденток в 2021 году попадут 2 участницы, набравшие наибольшее количество очков по итогам Гран-при. На этом у меня все. Будьте в курсе событий спорта на Якутия-24. Василий, передаю тебе слово. Обзор спортивных событий для нас провела моя коллега Полина Долинская. В Якутии продолжается празднование Дня народного мастера. В столичном доме дружбы народов объединение керамистов презентует свои изделия. На связи моя коллега Юлия Великодная. Юля, что интересного представлено на выставке? Да, действительно, все внимание приковано к керамистам республики. Здесь представлены различные работы от современных изделий до древних. Представили работы 7 мастеров. И, конечно же, техники от современного и древнего очень сильно отличаются. Если в современном обязателен гончарный круг, чтобы линии были плавными, ровными, то в древности использовали только руки, чтобы слепить и разгладить. И важно знать историю, а информации очень мало о древних посудах. Она появляется только после раскопа, когда какие-то частицы находят, и потом мастера воссоздают, как бы делают реконструкцию этих изделий. И сейчас нам Василий расскажет, какие последние были информации вот после раскопок, что какое-то открытие появилось. Здравствуйте. Ну, сейчас, раньше, вот, когда мы работали, да, в основном занимались историческими раскопками, вот, источниками славится, да, вот, Окладникова работа, Мачанова, ну, Федосеева там. А сейчас вот нынче в музеях там все равно информации много, там каждый керамист, в принципе, может это делать, да. Ну, в последнее время вот раскопков, да, которые раньше кулоно-татарская культура была, как бы считали, что только вот на этом, ну вот Амгинском районе, да, то сейчас вот по Вилюйскому улицу тоже раскопка показали, что да, там тоже существовала кулоно-татарская культура, то есть там уже в 14-13 веке, да, вот тоже люди изготавливали сосуды. А так наша древняя керамика, да, относится к целласской культуре. Это где-то 5000-4000 лет тому назад уже начали делать вот такие сосуды.
Спасибо, Василий. Но воссоздавать вот такие изделия древних лет начали относительно недавно, с 2014 года. И вообще посуда, как вы могли заметить, отличается по цвету. Она и ярко-оранжевая, и светлая, и бывает темная. Это все зависит от глины. Сейчас нам Варвара расскажет. У нас, кстати, в Якутии нет объединения керамистов, но керамисты надеются, что оно вскоре появится. Варвара, здравствуйте. Расскажите, почему это так важно для вас? Здравствуйте. У нас сегодня идет презентация объединения керамистов Якутии. И эта презентация нам дает возможность показать, демонстрировать достижения в области керамики именно нашей республики. И официальное получение Союза, утверждение лицензии Союза керамистов Якутии нам дает очень много возможностей. Возможности поддержать талантливых мастеров, начинающих керамистов. И, конечно же, все запланировать, составить свою программу именно развития, воспитания и, конечно же, обучения, можно даже сказать, начинающих керамистов, молодежи, детей, чтобы они полюбили нашу национальную якутскую именно керамику. Спасибо, Варвара. Ну а вообще, если из древности, которые воссоздают, там особо не пофантазируешь, но все-таки авторский какой-то умысел там можно увидеть. А вот в современном там полет фантазии огромный, можно изобразить хоть какие орнаменты, хоть какие рисунки. Ну и ярмарка продолжается, пока это просто выставляется, но вскоре это можно будет купить все изделия. Василий, у меня такая информация. Юлия, благодарим за информацию. Далее Александр Хавренко готов рассказать о том, куда можно сходить в эти праздничные выходные в Якутске. Да, приветствую тебя, Василий. Кинотеатры и театры города, как всегда, приготовили для зрителей много интересного. И начнем мы, пожалуй, с обзора киноновинок. На большой экран вышел мультфильм для всей семьи «Вперед!». Братья Йен и Барли Лайтфуты живут в волшебном мире, населенном троллями, гоблинами, гномами, кентаврами и единорогами. Когда-то их мир переполняла магия, но те времена прошли, и теперь сказочные существа летают на самолетах, пользуются автомобилями и ведут в целом прозаичную жизнь. Однако неожиданная находка приводит к тому, что братья решают отправиться в захватывающее путешествие на поиски настоящего волшебства из древних преданий. Также на большой экран вышел триллер «Остров фантазий». Фильм основан на популярном 80-е и 90-е годы в Америке сериале с одноименным названием. Загадочный мистер Рорк воплощает в жизнь самые смелые и таинственные мечты своих постояльцев на роскошном, труднодоступном тропическом курорте. Ваши желания ограничиваются лишь вашей фантазией. Но готовы ли вы их осуществить и готовы к тем последствиям, которые они за собой повлекут? Готовы ли гости разгадать тайну острова и спасти свои жизни, когда их фантазии обернутся настоящим кошмаром? Ответы узнаем в кино. Также смотрите в кино очередную фантазию кинематографистов на сюжет Герберта Уэллса о человеке-невидимке. Когда отношения с богатым и гениальным ученым оборачиваются сплошным насилием и агрессией, Сесилия Касс сбегает под покровом ночи. Скрываться ей помогает сестра, друг детства и его дочь-подросток. Вскоре бывший бойфренд Сесилии совершает самоубийство и оставляет ей в наследство немалую долю своего огромного состояния. Однако девушка подозревает, что ее бывший инсценировал свою смерть и на самом деле все еще жив. Столкнувшись с чередой жутких и смертельно опасных происшествий, Сесилия постепенно начинает сходить с ума, отчаянно пытаясь доказать, что ее преследует некто невидимый. Российские кинематографисты представляют комедию «Отель Белград». Паша – сербский сердцеед и весельчак, хозяин пятизвездочного отеля в Белграде. Он живет, не зная бед, пока случайно не портит новое многомиллионное приобретение коллекционера-мафиози. В уплату долга криминальный босс заставляет Пашу жениться на своей дочери. Девушка начинает готовиться к свадьбе, когда Паша после 4-летней разлуки неожиданно сталкивается с Дашей, своей русской любовью. В романтичной атмосфере древнего города чувства между ними готовы вспыхнуть вновь, если бы не будущий тесть, настоящий муж, слепой дед и друг-банкрот. Русский театр приглашает на спектакль «Тетки» по пьесе Александра Коровкина. Две сестры пенсионного возраста живут вместе в старинном красивом доме, который достался им в наследство.
Дом непростой, а имеющий историческую ценность. Он расположен в самом центре города, поэтому заполучить его пытаются местные чиновники, которые хотят под предлогом программы ветхого жилья выселить бабушек на окраину города, а особняк продать. На этом фоне и разворачивается сюжет уморительно смешной комедии с забавными ситуациями. А в театре оперы и балета дают «Мадам Баттерфляй». В основу оперного шедевра Пуччини легла драма «Гейша» о любви американского лейтенанта Пинкертона и японской гейши Чио-Чио-сан по прозвищу «Мадам Баттерфляй». Вскружив голову юной девушки, Пинкертон уезжает на родину, оставив свою Чио-Чио-сан с несмываемым позором. 6 марта в Сахо-академическом театре имени Платона Юнского состоится театрализованная постановка памяти первого олимпийского чемпиона из Якутии Романа Дмитриева. В субботу русский театр приглашает на полюбившуюся комедию «Слишком женатый таксист». Англичанин Джон Смит работает таксистом и, как примерный семьянин, живет с женой. А точнее сразу с двумя женами. Законные супруги Смита, Мэри и Барбара, обитают на соседних улицах и вот уже 3 года не догадываются о существовании друг друга. У мужчины график посещения жен, который ни разу не давал сбой. Но однажды по недоразумению таксист попадает в больницу. Этот форс-мажор путает ему все карты, ведь теперь ему предстоит определиться, кто же из женщин для него настоящая жена. А в воскресенье в Русском театре покажут постановку «Голодранцы и аристократы». Это легкая комедия с элементами фарса, переодевания, внезапного разоблачения и сатира. Чтобы добиться руки своей возлюбленной, молодой аристократ нанимает бедную семью на роль своей родни. Этим голодранцам, конечно, не достает аристократизма, зато им не занимать темперамента, азарта и готовности поддержать игру. Хитроумный план ожидает тройной успех. Но это вовсе не значит, что все обойдется без сюрпризов. 8 марта на сцене спорткомплекса «Триумф» пройдет живой концерт Елены Темниковой. Звезда российской эстрады, экс-участница группы «Серебро» подарит якутянам живой концерт с яркими динамичными номерами и знакомыми хитами «Импульсы», «Неон», «Немодный», «Вдох», «Бабочки», «Нереальная любовь» и многие-многие другие. На этом у меня все. Приятных вам выходных. И в завершении коротко о среднесуточной погоде в крупных городах Якутии. Итак, в Алдане минус 9 градусов, ветер 4 метра в секунду, облачность переменная. В Ленске немного теплее, минус 4. Правда, ветер дует со скоростью 4 метра в секунду, облачно. Минус 6 в столице Алмазного края, Мирном, облачно, ветер также 4 метра в секунду. В Нерюнгри столбики термометров остановились на отметке в минус 8 градусов, облачность переменная, ветер 4 метра в секунду. Тепло сегодня в Якутске. Всего минус 13 градусов. Ветер слабо 1 метр в секунду. Переменная облачность и без осадков. Ну а к этому часу у нас пока все. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.